Давайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего заседания – проблема подготовки и проведения урока математики с учетом требований современных стандартов. По первому вопросу уроки систематизации и обобщения выступит Косолапова Светлана Васильевна и Пьянкова Клавдия Николаевна, учителя математики Выльгородской школы номер 2 Сыктывдинского района. Добрый день. Тема уроки обобщения и систематизации знаний, наверное, наш доклад больше подойдет для учителей, молодых учителей. И я думаю, что для учителей с опытом тоже будет полезна эта тема. Ну и систематизируются какие-то свои знания. Хотелось бы начать свой доклад со слов Верзилина, да, что урок – это солнце, вокруг которого, как планеты, вращаются все другие формы учебных занятий. То есть систематизация и обобщение знаний, она предполагает различные формы работы, но урок – это основная форма работы при подготовке к ГИА. Я думаю, что сейчас эта тема очень актуальна, как раз конец учебного года, и подготовка к ГИА идет в полным ходом. Цели уроков обобщения и систематизации знаний выделяют следующие: содержательные. Зачитывать все не буду, я думаю, что видно. Это выявление уровня знаний учеников по теме, да? И формулирование обобщения знаний по предмету. И деятельностные, тоже все называть не буду, а это прежде всего развитие навыков самостоятельной работы, умение работать в группе, развитие познавательного интереса и так далее. То есть развитие различных УД. Все уроки обобщения и систематизации можно объединить, или типы уроков, да, бывают следующие. Урок комплексного применения знаний и умений, если брать старые топологию, да, уроков, это урок закрепления. Урок актуализации знаний и умений, урок повторения, урок коррекции знаний, умений, навыков и урок обобщения и систематизации изученного. Хотелось бы рассказать структуру каждого из этих уроков. Ну, структура, видите, да, она в целом сохраняется. Это, как всегда, организационный этап, проверка домашнего задания, постановка целей и так далее, да, и рефлексия, да, то есть вот эти этапы урока, они сохраняются. Я хочу обратить внимание как раз на те этапы урока, которые отличаются от других типов уроков, в отличие от уроков систематизации и обобщения. То есть, посмотрите, в частности, в уроке комплексного применения знаний, да, 4-й этап урока – это первичное закрепление, то есть, когда примеры мы даем знакомые ситуации, типовые, и в измененной ситуации, то есть конструктивные. И 5-й пункт, 5-й этап урока – творческое применение и добывание знаний в новой ситуации. То есть здесь мы даем проблемное задание. Следующий тип урока – урок актуализации знаний и умений. Тоже цель урока – это закрепление предметных умений, формирование УУД. Результативность вы тоже видите перед собой, озвучивать не буду. Опять хочу заострить ваше внимание как раз на тех этапах урока, которые отличаются от других типов. Да? Это актуализация знаний. Посмотрите, цель подготовки к контрольному уроку, цель подготовки к изучению знаний, к изучению новой темы, применение знаний в новой ситуации, да? Обобщение и систематизация знаний. И посмотрите, контроль, усвоение, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. Это то, что отличает от других типов уроков, да? Уроки систематизации и обобщения. Следующий тип
Это коррекция знаний, умений и навыков. Цель урока – индивидуальная работа над допущенными ошибками. Как правило, такой урок проводится после контрольной работы, после проверочной работы. И тоже, да, все этапы урока, схожи, да, только хочется опять остановиться на итоги диагностики, то есть на этом третьем этапе урока, то есть итоги диагностики, контрольных знаний, умений, навыков, определение типичных ошибок и пробелы. В зависимости от этого учитель планирует коллективные, групповые, индивидуальные способы обучения. И последний, да, тип уроков обобщения и систематизации, изученного цель урока, систематизация предметных умений, универсальных действий, решение предметных задач. И опять акцентирую внимание на следующих этапах урока. Обобщение, четвертый этап – обобщение и систематизация знаний, подготовка учащихся к обобщенной деятельности, воспроизведение на новом уровне, то есть это переформулированные вопросы, и применение знаний и умений в новой ситуации. Контроль, шестой этап, контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. При подготовке и при проведении уроков обобщения и систематизации можно использовать следующие образовательные технологии. Современные образовательные технологии бывают: коммуникативное, информационное, критическое мышление. Я думаю, что многим эти современные образовательные технологии известны, да, это и кейс-технологии, деловые игры, дискуссии, технологии проектной деятельности, технологии интеллект-карт, технология смыслового чтения, критического мышления. Что хотелось бы остановиться, что вот мы используем одну из таких технологий, как коммуникативная. И при подготовке к урокам систематизации и обобщения, да, посмотрите, коммуникативная технология, можно применить прием, да, такой вот коллективного взаимообучения, когда ребята делятся на 3 вида пар. То есть можно на уроке образовать статическую пару, в ней по желанию объединяются 2 ученика и меняются роли учитель-ученик. Динамическая пара, когда выбирают 4 учащихся и предлагают им задание, имеющее 4 части. И вариационная пара, в ней каждый из 4 да, получает свое задание и выполняет его, анализирует вместе с учителем. Также коммуникативные технологии, которые мы используем при уроках обобщения и систематизации, технология сотрудничества, прием, да, технологии сотрудничества, технология модульного обучения. На этапе актуализации знаний, вот просто такие вот небольшие задания, которые я использую, объединила я их в несколько видов, да, это когда восстановить запись, пролист, еще. Графический диктант, да. Ребятам интересно не просто там воспроизводить те же самые формулки, да, а вот таким образом проверять себя еще можно, правильно или нет. Ученик выступает в роли учителя. Ну и вот в 5 классе такие уроки обобщения, систематизации, активизация, да, ребят, когда вот оно солнышко, хочется уже побыстрее весны, лета, и вот такие цветочки и солнышки мы им дарим. Все, следующее. Значит, на разных этапах уроков систематизации обобщения знаний можно использовать различные приемы. Я расскажу вам некоторые приемы, и также отмечу, какие универсальные учебные действия развивает или формирует данный прием. Значит, первый прием – это сорбонки. Что оно себе представляет? На одной стороне карточки учитель записывает понятие, формулу, несложные примеры можно использовать для устного счета, а на другой ответ. Учащийся получает конвертик, в котором находятся данные сорбонки, перебирает карточки, пытается дать ответ и тут же может себя проверить.
Значит, эти сорбонки могут приготовить и сами учащиеся, и поработать в паре. Ну, значит, конечно же, это как бы карточки, да, раньше мы так называли карточки, сейчас это более современное такое слово, сорбонки. Значит, какие универсальные учебные действия в результате использования данного приема формируются и развиваются? Значит, ребята самостоятельно оценивают свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью, с установленными нормами. Ну и ориентировочная основа действий – это инструкция по работе с карточками. Следующий прием – это рюкзак. Значит, данный прием чаще используют во время рефлексии, так, это прием рефлексии. Суть данного приема заключается в следующем, что, значит, ребята фиксируют свои продвижения по теме, а также отношения к другим, да, ребятам могут также выразить. То есть ребята получают картинку в форме рюкзака на этапе рефлексии, и где могут отметить, чему научились на уроке, в чем разобрался, что наконец-то запомнил. Может быть, кто-то напишет, что это, что нового узнал, что нам пригодится для того, чтобы, например, написать хорошо, успешно контрольную работу. Значит, данный прием формирует или развивает следующие универсальные учебные действия. Это самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других учеников, с установленными нормами. Ну и ориентировочная основа действий – это работа с инструкцией. Следующий прием – это слово «импульс». Ну, данный прием, конечно, похож на интеллект-карту, когда, значит, учитель предлагает ученикам составить кластер или концептуальное колесо, то есть на листе бумаги в центре ученики записывают слово «импульс», связанное с темой, и затем от него, уже от этого слова, пишут вокруг слова, что связано с данным понятием. Например, скажем, прогрессия, так, и отсюда какие могут быть понятия: арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, формула n-ного члена, саму формулу можно записать, формула суммы n первых членов и так далее. Значит, универсальные учебные действия здесь можно отметить. Это использование, исходя из задачи, различные виды моделирования. Следующий прием – это мини-проекты. Значит, проект – это задание учащимся, сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, форма организации взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой. Данный прием, например, можно использовать, например, на уроке систематизации обобщения знаний, предположим, повторение способов разложения многочлена на множителя. Так, ребятам можно дать заранее, возможно, подготовленную таблицу, где ребята выписывают, работают с учебником, выписывают способы разложения многочлена на множители и дальше и так подбирают пример на каждый способ. То есть можно заранее подготовленную таблицу, может быть, ребята свои какие-то придумывают, как они представят данный проект, форму представления данного проекта. Универсальные учебные действия – это также использование, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования и также презентация. Источник информации. Чтобы активизировать и заинтересовать учеников в начале урока, учитель раздает газеты, журналы или страницы тех изданий, где размещена информация по теме урока. Значит, ну, например, проценты, да, можно дать им как бы информацию с акциями, где в каком магазине проходит акция, да, со скидками, и уже исходя из этого, да, показать значимость данной темы, да, значимость, для чего нужны проценты и так далее. Значит, может быть, голоса во время голосования, выборов различных президента, там, депутатов Госдумы и так далее. Так, следующий прием – это алгоритмы. Учащиеся работают по готовому алгоритму или могут собрать его сами. То есть можно дать разбросанный, да, алгоритм, они дальше должны его собрать. Значит, какие универсальные учебные действия? Это умение использовать знаково-символические средства,
Представление информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебных и практических задач, овладение логическими действиями, классификация по родовым признакам, дальше установление аналогий, причинно-следственных связей. Ну и ориентировочная основа действия – это работа по плану. Значит, следующие приемы – это свои примеры, когда ученики подготовят свои задачи, свои примеры по заданной теме. Прием непрерывного повторения, то есть здесь используется в ходе устной работы упражнения, задания не только по теме, которая будет изучаться, но и будут включены задания из тем, которые изучались ранее. Все, спасибо. На этом наше выступление закончено. Если будут вопросы, мы с удовольствием на них по возможности ответим. Спасибо за внимание. Спасибо. По второму вопросу выступит сейчас Папан Наталья Павловна и Терентьева Елена Ивановна, учителя математики технологического лицея города Сыктывкара. Итак, всем здравствуйте. Я хочу поделиться с опытом своей работы по учебному комплекту «Мерзляк». За время работы работала по многим учебникам, есть чем сравнивать. И когда в прошлом году нужно было выбрать для классов с углубленным изучением математики новый учебник, остановились именно на этом учебно-методическом комплекте. В этот комплект входит учебник, методическое пособие самостоятельной контрольной работы. Основные темы вы видите на данном слайде. В помощь, как я говорила, учителю есть методическое пособие, которое содержит краткое описание учебной деятельности. Для каждой главы учебника прописаны формируемые результаты, планируемые результаты и основные понятия, изучаемые на данном уроке. Для каждого урока перечислены задания для формирования предметных результатов, задания для повторения, задания для контрольной коррекции предметных результатов и задания для домашней работы. Для каждого урока даны методические комментарии к тексту соответствующего параграфа учебника и комментарии к некоторым упражнениям. Самостоятельные контрольные работы представлены в 4 вариантах, что позволяет учителю не искать дополнительные задания, так как заданий находится в достаточном количестве. Проработав с УМК уже 7 месяцев, считаю, что авторы учебника по алгебре очень хорошо и разумно подошли к его написанию. Материал учебника четко структурирован, теоретическая составляющая подкреплена хорошими примерами, изложение материала достаточно на высоком уровне, очень много упражнений, построенных методически правильно и, так скажем, со вкусом. Основные понятия определения теоремы выделены, что легко позволяет деткам сориентироваться, что нужно выучить наизусть. Задания дублируются, что очень удобно при закреплении материала. Например, при изучении новой темы одно задание я решаю сама, и похожие аналогично они выполняют самостоятельно. При этом предыдущий пример могут использовать как образец алгоритм для выполнения. Виды упражнений вы видите, они разделены разными значками, ромбиками, шляпками, ключами. Все это вы видите. Подбор достаточно хороший для отработки навыков и творческих работ. Нумерация также достаточно удобна. В 2 цветах: фиолетовые задания для устной работы, зеленые задания рекомендованы для домашней работы. В каждом параграфе есть упражнения для повторения. После каждой главы страницы с итогами, где собраны все определения, формулы, то есть основные понятия. В учебнике также есть разделы, когда сделаны уроки, где учащиеся могут познакомиться с интересными математическими фактами. На уроках мы иногда читаем данные тексты, при этом дети учатся давать названия абзацам, формулировать вопросы свои по прочитанному тексту и отвечать на данные вопросы. Данное умение необходимо для развития и метапредметных связей, и для расширения кругозора учащихся.
Мне очень нравится работать с данным ОМК. Остановлюсь на некоторых примерах, которые как бы больше нравятся. Тема функция, как и во всех учебниках, рассматривается. В 8 классе мы проходим вот y равно k деленное на x, y равно x квадрат, y равно арифметический квадратный корень из x и основные свойства, график области определения и значения. После изучения мы рассматриваем различные уравнения, которые решаются графическим способом. Все это наглядно представлено в данном учебнике разного вида. Дальше. Угу. То есть при изучении арифметических квадратных корней графически выводили способы нахождения корней и количество корней для решения уравнения x квадрат равное a. На уроках изучается построение графиков функций с модулями. Вот вы видите на слайде комбинированных функций, а также графики различных уравнений. Рассматриваются также и все случаи раскрытия модуля. Вот на данном слайде вы видите примеры с буковкой даже π. В принципе, разобраны все случаи, какие могут встречаться под знаком модуля. Рассматриваются различные решения уравнений с модулем и неравенства, строгие и нестрогие. Также рассматриваем и квадратные уравнения, как во всех учебниках 8 класса. Но если посмотреть, вот, пример номер 1 – это обычное у нас квадратное уравнение, а в примере 2 и 3, если посмотреть пример номер 2, чаще всего детки путают основное свойство, так скажем, когда корень возводится в степень 2 и когда подкоренное выражение возводится в квадрат, да, чем они отличаются. И вводятся также еще, видите, и дробные выражения. Ну и, конечно же, уравнения с модулями. В учебнике большое количество заданий с параметрами при решении уравнений и неравенств. Систематическое решение таких заданий снижает страх перед такими заданиями, также формирует различные способы решения заданий с параметрами, что ведет к хорошей подготовке учащихся к решению заданий номер 23 на ОГЭ и к 18-му заданию профильного ЕГЭ. Действительно, в учебнике очень интересные задания, много параметров, разнообразных методов и подходов к их решению. Рассказывать, конечно, нужно очень много по данному ОМК, поэтому подведу быстренько итоги. Линию учебников считаю самой лучшей, было с чем сравнить за проработанное время. Вижу хороший результат у своего 8 класса, то есть учебник мне помогает вырастить. Рекомендуете, да. Учебник, диагностические материалы, книга для учителей содержит достаточный набор материалов для работы в классе и дома. Ничего не нужно составлять дополнительно, работаю с удовольствием. Поэтому рекомендую работать по данному ОМК. Спасибо. Так, ну и я лишь добавлю методические особенности ОМК, тоже мерзляка, только геометрия 7, 8, 9, чем они хороши и тоже чем отличаются от других. В данный состав входит учебник. Обращаю внимание, что есть программа с CD-диском, на котором есть также дополнительная возможность для учителей и для учащихся. Есть рабочие тетради в 2 частях, дидактические материалы, методическое пособие для учителя, в котором есть разобраны все уроки до единого в виде технологической карты с разобранными задачами, с рекомендациями, объяснением и всем прочим. Ну и также имеется электронная форма учебника, хороша, когда бывают такие экстренные всякие моменты. Да? Так, следующее. Как сформирован учебник и чем он хорош? Значит, учебник очень яркий, красочный. Все теоремы определения, свойства выделены цветом. Система задач скомпонована, дифференцирована, то есть идет от простых задач, задачи средней сложности, сложные задачи и задачи высокой сложности, что позволяет подготовить детей к олимпиадам по геометрии. Достаточно большое количество задач для слабых учащихся и избыточное количество задач средней сложности. Также каждый параграф имеет наличие таких задач, как наблюдай, рисуй, конструируй, фантазируй. То есть если имеется свободная минутка, если ребенку интересно, то он может разобрать данную практическую задачу
что, в принципе, сводит к интересу, повышает интерес к предмету. Также имеются практические задания, очень много задач на построение различных фигур при помощи инструментов циркуля, карандаша и линейки. Ну и вот когда сделаны уроки, также имеются дополнительные задания практического характера. Чем еще хорош дан учебник? Перед каждой новой темой имеется такой раздел «Готовимся к изучению новой темы». То есть здесь есть система попередевших задач к каждому параграфу, то есть те практические задачи, которые подводят детей самих к тому или иному выводу, к той или иной теореме, к доказательству или к какому-либо определению, скажем так. На все случаи жизни и для любого ученика каждый параграф заканчивается с таким небольшим обобщением, то есть вопросы по параграфу. Вопросы интересно сформулированы, то есть, по сути дела, повторяется весь теоретический материал, но и также имеются практические задания. Опять же, это задачи на построение. Также задачи сформированы таким образом, то есть идет дублирование. То есть вот зеленым цветом это задачи выделены, рекомендованы для домашней работы, черным цветом это для работы на уроке. То есть мы просматриваем задачи на уроке, и подобные задачи дети смотрят дома, чем самым повышается успешность ученика, способствует формированию интереса к предмету и так далее. Следующие ключевые задачи по геометрии, они, если сравнивать с Атанасяном, то данные задачи у него не обозначены, и учитель вынужден будет искать, где какое свойство дополнительно доказывается. Здесь все ключевые задачи выделены ключиком. Это все те дополнительные свойства фигур, которые доказываются в задаче, мы можем применять в решении задач. Но чем хорошо то, что основная программа у нас идет в основном в параграфе в виде теорем, определений, которые мы можем ссылаться на ОГЭ при решении задач. А вот ключики — это те самые ключевые задачи, которые помогают детям увидеть нестандартное, может, решение задачи, либо более легкое решение задачи. То есть их можно использовать в решении дальнейших задач. Ну вот про аналогию задач я уже вам сказала. В принципе, учебник построен весь таким образом. И в конце каждой главы идет некое целеполагание, которое выглядит в виде теста самоконтроля с открытыми ответами. Это в виде теста. Очень хорош пункт «Проверь себя». И также идет итоговое обобщение изученного материала. То есть здесь сформированы все основные свойства, определения, теоремы, все выделено цветом. Учащийся перед контрольной работой может еще раз все это повторить и тем самым закрепить. Рабочая тетрадь тоже очень хороша. Здесь есть как практические задачи, так и задачи с полуготовым решением. Также имеются задачи на готовых чертежах. Также имеются задачи, такие как повторяем теорию, то есть фрагмент доказательства, и все остальное они дописывают сами. Очень удобно для, скажем так, самостоятельной работы дома. И также, как вот современные федеральные государственные образовательные стандарты подразумевают собой дополнительные, скажем так, требования к нашим детям. Это проектные и исследовательские работы. И данный учебник также снабжен этим пунктом. Значит, здесь идет для того, чтобы шло формирование КТ-компетентности, рубрика «Дружим с компьютером», то есть здесь сформулированы некие задачи, которые нужно сделать при помощи некоторых программ. Ссылки на все задачи, на все программы даются. Задачи сформулированы довольно-таки понятно и интересно. Ну и также имеется проектная работа, рубрика. Здесь даже рекомендуют и литературу, интернет-ресурсы, сформулированные темы. Дается полностью структура проекта, то есть как надо задать цель, задачи, ну и все прочее. Для учителя я хотела бы сказать, что имеются методические рекомендации. Это книга, в которой разобран каждый урок в виде технологической карты, очень подробно, и рекомендации к решению задач.
Ну вот, наверное, на этом как бы вот бы и все. Учебник рекомендуешь? Да, учебник рекомендую. Спасибо большое, очень Мгм. интересно вы рассказали. Не хотите покритиковать совсем? То есть так довольны Ну, учебником? Пока критиковать Пока нечего. нечего. Может А сколько быть, лет вы сейчас вот уже ну, по на этим первый работам? год работаю. Первый год, и поэтому, прямо да. замечаний пока Да, нет. нет. Вот видите, как интересно. Вот, Не, ну, интересно конечно, был рассказ. было- Ну, наверное, может, еще будут какие-то Тяжело было, замечания. Потом детки-то с разных поделитесь. школ, очень тяжело было потянуть под одну уровень программу, этот, под всех одну остальных. планочку. Сейчас Давайте рост у нас идет. вот там. Все замечательно. Так. Спасибо большое. Значит, ну, у нас сегодня на заседании еще подошли коллеги, которые хотят поделиться по работе с другими учебными методическими комплектами, ну, преподавания математики. Они сами представят и расскажут о них. Да? Давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ольга Ивановна, я учитель математики в русской гимназии города Сыктывкар. Я хочу рассказать вам об учебно-методическом комплекте УМК «Сфера. Математика, арифметика, геометрия. 5-6 класса». Под редакцией Евгения Абрамовича Унимовича. В данном УМК особое внимание обращено на осуществление преемственности с курсом математики начальной школы. При этом основным принципом является принцип открытости. Ключевые темы курса раскрываются в учебниках увлекательно и наглядно. Язык изложения доступен ученикам, соответствует их возрасту, но при этом сохранена научная достоверность и точность. Имеются задания в виде тестов, что усиливает их развивающую роль и готовит обучающихся к будущим экзаменам. Практическая направленность учебного материала реализуется в задачах качественного и экспериментального характера. Многие задачи содержат интересные факты из географии, истории, биологии, астрономии, физики, техники. Соседние задания в системе упражнений отличаются по содержанию и формулировке, что помогает поддерживать интерес к математике и снимает утомление. В учебнике прослеживаются межпредметные связи и реализован принцип дифференциального обучения. Учебно-методический комплект 5-6 классов включает в себя учебник, задачник, тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, электронное приложение к учебнику, поурочное тематическое планирование и поурочные методические рекомендации. Это что в 5, что в 6 классах. Итак, учебник, центральное пособие комплекта. Все содержание учебника разбито на главы. Главы разделяются на пункты. Основной текст на теоретическом развороте разбит на небольшие содержательные блоки, каждый из которых в комплекте с иллюстрациями и сопровождающим его дополнительным материалом является в определенной мере завершающим информационным фрагментом. Каждый практический разворот содержит набор заданий и упражнений от базовых до задач исследований. В конце каждой главы есть раздел «Подведем итоги», который позволяет закрепить полученные знания и подготовиться к предстоящей контрольной работе. В электронное приложение входит электронный учебник с интерактивной средой, значительно развивающий и дополняющий содержание учебника, создающий принципиально новые возможности при изучении математики, недоступные без использования современных компьютерных технологий. В электронное приложение входит более 1500 ресурсов, объединенных в рубрики: флеш-демонстрации, виртуальные лаборатории, интерактивные модели, интерактивные упражнения, тренажеры, тесты, игры и головоломки. Также данные материалы можно использовать для проведения кружков или внеклассных мероприятий. Задачник состоит из 2 частей. В первой части содержится система упражнений по всем главам курса за исключением геометрических, которая дополняет и расширяет содержание практических разворотов учебника. В каждом блоке система упражнений разбита на группы А и Б. Диапазон сложности заданий весьма значителен, от легких заданий к более сложным заданиям. Для организации контроля в конце каждой темы есть задания для проведения самостоятельных работ. Вторая часть включает дополнительный материал, расширяющий и углубляющий
основное содержание курса и предназначено в первую очередь для организации работы с детьми для углубленного изучения математики. Тетрадь-тренажер. Основное предназначение тетради-тренажера – это создание предпосылок для активизации познавательной деятельности школьников для целенаправленного формирования познавательных учебных действий. Задания по каждой главе учебника располагаются по видам учебной деятельности. Это такие виды, как анализируем и рассуждаем, работаем с моделями, работаем с текстом и осваиваем алгоритмы. Завершает каждую главу тест, который ученики могут использовать, например, для самопроверки. Тетрадь-тренажер является индивидуальным пособием для учеников, и все задания выполняются непосредственно в нем. Тетрадь-экзаменатор. Это пособие содержит материалы для тематического и итогового контроля. Проверочные работы, включенные в пособие, предусматривают проверку достижений всеми учащимися образовательных результатов обучения. Она состоит из двух частей. В первой проверочной работе представлены задания с выбором ответа или с кратким ответом. Во второй проверочной работе это запись. Вторая проверочная работа представлена в традиционной форме, то есть с полной записью решения. Каждая работа представлена в двух вариантах. Критерии оценивания работ представлены в книге для учителя. Поурочные методические рекомендации. Вот вы видите внизу экрана. И в завершении своего выступления хочется сказать о преимуществе данного УМК. Это красочное представление материала, доступность курса для школьников. Материал излагается небольшими порциями и написан простым языком. Включены интересные материалы о происхождении математических терминов. В учебниках большое внимание уделено разнообразным задачам практического и познавательного характера. Пособие формирует самостоятельность мышления учеников за счет заданий, в которых необходимо обосновать ответы, выдвигать гипотезы. Помимо учебника к курсу 5-6 классов есть еще тетрадь-тренажеры, необходимые для отработки учебного материала, особенно со слабыми учениками, для которых большую помощь оказывают пошаговые упражнения, в которых нужно поэтапно заполнять пропуски. Огромную помощь на первом этапе учителю оказывают авторские разработки уроков, в которых расписаны подробно применяемые на каждом этапе урока составляющие комплекта. Положено начало изучения новой содержательно-методической линии, включающей комбинаторику, элементы теории вероятности и статистики. Расширение информационного поля путем вовлечения в учебный процесс широкого набора мультимедиа. Все, спасибо всем за внимание. Здравствуйте, меня зовут Валентина Тимофеевна Поздеева, учитель математики, школа номер 12 города Сыктывкара. 4 года назад мы были вынуждены перейти на новое УМК, и в ходе обсуждений в школе мы пришли к выводу, что выберем линейку, которая будет цельная с 5 по 11 класс. И таким учебником, таким УМК для нас стал УМК Никольского. Ну, вот один учебник я принесла, учебник 7 класса по алгебре. Ну, в целом все учебники выглядят примерно одинаково. Оформление у них практически идентичное, отличается немножко только цвет. Соответственно, на сегодняшний день мы полностью работаем по УМК Никольского с 5 по 11 класс. Авторы, картинка на экране, авторский коллектив УМК по математике, серия МГУ в школе. Что входит в состав данного УМК? Это сборник рабочих программ, это непосредственно учебники. Сейчас я пока рассказываю про УМК для 5-6 класса.
Учебники 5-6 класса, приложение к учебнику 5 класса есть на электронном носителе, также разработаны рабочие тетради для 5 и 6 классов, дидактические материалы для 5 и 6 классов, методические рекомендации для 5 и 6 классов, также они в электронном виде размещены на сайте. Есть тематические тесты для 5 и 6 классов и задачи на смекалку 5 и 6 классы авторства Шарыгина и Шевкина. Если говорить о общей характеристике данного учебно-методического комплекта, то ведущей содержательной линией является арифметическая линия. Для решения текстовых задач в основном используются арифметические способы, что является принципиальной характерной особенностью данного учебного методического комплекта. Применение уравнений к решению таких задач отнесено на вторую половину 6 класса, что считаю более удачно, потому что у ребенка к этому моменту формируется уже вся вычислительная база. В учебниках уделено достаточно большое внимание алгебраическому и геометрическому материалу. Учебные тексты краткие, написаны адаптированным согласно возрасту учащихся научным языком и содержат образцы решения заданий. Также обеспечивается дифференциация обучения на специально представленных уровневых заданиях. Каждая глава учебника дополнена историческими сведениями и интересными занимательными заданиями. Эти материалы могут служить основой проектной деятельности, могут использоваться на урочных и внеурочных занятиях. Как раз в школе мы реализуем в 5-6 классе предмет, который введен за счет части, формируемые участниками образовательных отношений, практикум по математике. И вот эти дополнительные главы из учебников Никольского мы реализуем на этих уроках, потому что там есть интересные моменты, которые мы там рассматриваем. Например, понятие координатного угла мы вводим с 5 класса, чтобы уже в 6 классе спокойно переходить на координатную плоскость. Или, например, разные способы вычисления, не только столбиком классический способ вычисления, но и как считают, например, в Китае, в Японии и другие способы вычисления. Это все реализуется в рамках практикума по математике в 5-6 классе. Особенностями УМК являются следующие моменты. По сравнению, конечно, с учебником Виленкина. Очень долго мы работали по учебнику Виленкина, поэтому в сравнении с ним. В 5 классе полностью изучаются обыкновенные дроби, а в 6 классе добавляются уже десятичные дроби, и, на мой взгляд, десятичные дроби идут намного легче, и времени вполне хватает для отработки вычислительных навыков в действиях с ними. Целые числа изучаются отдельно, до отрицательных дробей. Ребята осваивают идею знака в более простой ситуации. Авторы отказались от использования уравнения в 5 классе, и это хорошо. В этом возрасте ребенок может при решении задач рассуждать, опираться на воображаемые действия и подкреплять это все конкретными примерами и величинами. Тем самым развивается мышление и речь ребенка, он готовится к дальнейшему обучению. Какие виды задания встречаются? Это задания для устной работы, задания повышенной сложности, старинные задачи есть и задачи на построение. Кроме этого, после каждого параграфа есть задачи «Ищем информацию», задачи на исследование, задачи, которые звучат как «придумаем задачу», то есть придумать задачу, которая будет соответствовать условиям. Если говорить о соответствии ФГОС, то этот учебник был на доработке, и при доработке, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, авторы учебника выделили некоторые из заданий учебника в отдельные рубрики. И как раз вот эти рубрики «Доказываем», «Исследуем», они тоже содержались в предыдущих изданиях. Но выделение рубрик акцентирует внимание учителя и ученика на тех видах деятельности, которые предполагается применять и развивать. То есть это раньше было просто сплошным текстом, и не было понятно, что это задание на доказательство или на исследование. Сейчас это все выделено тоже цветом и подписано. И кроме этого, после переработки в учебниках были составлены абсолютно новые задачи. Таким образом, в учебниках имеются задания для осмысления теоретического материала на воспроизведение и действия по образцу, для самостоятельного поиска решения и исследования, для проведения осмысленного эксперимента и доказательства, для проявления творческого подхода к учению и собственных личностных качеств, для самоконтроля, что отвечает требованиям стандартов второго поколения. Учебник ориентирован на традиционную репродуктивную технологию преподавания математики, нет заданий постановки учебной задачи, содержащих проблемы теоретического знания,
знания и позволяющие организовать деятельность учеников, направленную на самостоятельное освоение этого знания. Исследовательские задачи, которые представлены в учебнике, предназначены далеко не для всех учащихся, а учащихся, которые могут решать задачи повышенного уровня сложности, то есть не рассчитаны на среднего ученика. Также под репродуктивную деятельность разработаны и все остальные электронные пособия и тренажеры. Вывод, конечно, это мой личный вывод, что учебник Никольского не предназначен для применения технологий системно-деятельностного подхода к обучению. То есть для того, чтобы работать по этому учебнику, учителю приходится искать очень много дополнительного материала, то есть разрабатывать дополнительный раздаточный материал для учеников, чтобы реализовать федеральный государственный образовательный стандарт в полном объеме. И еще несколько слов про УМК Никольского 7-9 класс, учебники алгебры. Что входит в состав? Это рабочие программы, учебники 7, 8, 9 класс, дидактические материалы, тематические тесты и методические рекомендации. Если опять же говорить об общей характеристике этого учебного методического комплекта, то учебники включают материалы как для общеобразовательных классов, так и для классов с углубленным изучением математики, они помечены звездочками. Опять же, некоторые параграфы мы также рассматриваем на уроках практикума по математике. Система задач разбита тоже на рубрики по видам деятельности. Каждая глава тоже дополнена историческими сведениями и интересными заданиями. Есть также пункт задания на исследование. Особенностями являются те факты, что темы изучаются один раз и в полном объеме. Когда мы только начали работать по этому УМК, лично я начала, было достаточно сложно привыкнуть к этому, потому что темы потом больше нигде не повторялись, и приходилось очень много дополнительного материала разрабатывать. Но на сегодняшний день, проработав по этому УМК 4 года, могу сказать следующее. Например, тема неравенства отрабатывается полностью в 9 классе, и дети намного лучше ее усваивают. То есть на конец отработки этой темы они умеют решать даже слабые ученики базовую часть неравенств, а не так, что она раскидана по нескольким учебникам и приходится каждый раз вспоминать что-то из старого, чтобы изучить новое. То есть тема изучается полностью. И сложность заданий нарастает в учебниках постепенно, линейно, при этом на отработку каждого нового решения дается достаточное число упражнений, которые не перебиваются упражнениями на другие темы. Приводится система упражнений, позволяющая осуществить дифференцированный подход к обучению. Выделены задачи в специальной рубрике по видам деятельности. Изучение действительных чисел предшествует всему алгебраическому материалу и функциям, что дает возможность в дальнейшем сделать более точными рассуждения, связанные с построением графиков функций и определением квадратного корня. К особенностям тоже обратимся. В 7 классе изучаются полностью одночлены, многочлены, формулы сокращенного умножения, алгебраические дроби, линейные уравнения и их системы. В 8 классе все функции, квадратные корни, квадратные и рациональные уравнения. И в 9 классе решение неравенств, прогрессии, корни n степени и вводятся элементы тригонометрии. При этом 9 класс достаточно разгружен, и если следовать учебнику 9 класса, то и не исключать последние темы по тригонометрии, они помечены звездочкой, то намного легче будет работать в 10 классах, потому что материал начала года 10 класса будет уже изучен в 9, а нагрузка 9 как раз это позволяет сделать. Как раз мы в этом году решили попробовать и вводим элементы тригонометрии. Причем замечено, что 9 класс намного легче осваивает вот эти элементы тригонометрии, чем 10-классники. То есть они легко и углы, и в градусах, и в радианах находят по окружности, и могут легко переводить из градусов в радианы, из радиан в градусы, что 10-классники тоже не всегда сразу схватывают. Они считают, что это что-то сложное и неподъемное. В 9 классе, если не говорить, что это материал 10 класса, они очень легко к этому привыкают. Виды заданий. Цветом выделены задания, серым цветом выделены задания, предназначенные для устной работы, и зеленым цветом задания повышенной трудности. Также указаны в тексте необязательный материал внутри параграфа и конец этого необязательного материала. Параграфы не содержат в конце, после теоретического материала, вопросов, но каждый параграф содержит вот эти вопросы внутри уже самих заданий. То есть помечен серым цветом, идет задание, ответы на вопросы по параграфу. То есть это одно из заданий, и как раз такое задание можно давать на дом для повторения теоретического материала.
Кроме этого, есть задания, например, доказываем, задания исследуем, ищем информацию, так же, как и в УМК 5-6 класса. К недостаткам. Опять же, недостатки, которые выделены тоже лично мной. Учебник ориентирован на традиционную репродуктивную технологию преподавания, и если попробовать реализовать системно-деятельностный подход, то придется искать дополнительные задания, делать раздаточный материал, потому что заданий для реализации системно-деятельностного подхода, таких заданий в учебнике нет. Также нет упражнений на повторение. То есть идут просто изучение тем, и заданий на повторение каких-то ранее изученных тем в учебнике нет. Кроме этого, не всегда удачен подбор заданий. Например, тема квадратные уравнения. При работе с этой темой в других УМК сначала дети очень много отрабатывают заданий на нахождение рациональных корней. В этом же учебнике практически с первого задания дети встречаются с иррациональными корнями, то есть почти не отрабатывают действий с нахождением рациональных корней. Ну и также нет заданий, которые ориентированы на подготовку к ОГЭ, надо тоже делать дополнительную подборку. Спасибо за внимание. Всем добрый вечер. Меня зовут Гавзова Татьяна Владимировна, я учитель математики в Коми-республиканском лицее при СГУ. И я хотела бы представить вашему вниманию анализ УМК по алгебре и началам математического анализа авторов Алимова, Калягина, Ткачева и так далее. Но хотела бы заметить, что на это УМК мы перешли 2 года назад, то есть сейчас мы как раз заканчиваем 11 класс по этому учебнику. И вот в общих чертах, где какие достоинства, недостатки, но время поджимает, поэтому постараюсь очень быстро. В состав УМК входит непосредственно сам учебник, дидактические материалы, тематические тесты и методические рекомендации для учителя. И коротко немножечко обо всем. Данный учебник, он соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего полного общего образования. В 10 классе классическими элементарными методами без привлечения производной изучаются элементарные функции. Числовая линия и линия преобразования развиваются параллельно с функциональной линией. И в 11 классе уже рассматриваются начала математического анализа. Система упражнений представлена здесь на 3 уровнях сложности, и в конце учебника есть задачи повышенной трудности. Это такое представление, так скажем, авторов учебника идет, и вот мое личное мнение, как это дальше все реализуется. Но начнем с того, что содержание материала в учебнике расположено следующим образом. В 10 классе ребята изучают действительные числа, степенную функцию показательную логарифмическую, тригонометрические формулы, тригонометрические уравнения. Здесь тригонометрическая функция, она, к сожалению, перескакивает по задумке авторов в 11 класс. Ну, наверное, да, сразу могу сказать, с недостатков не очень удобно, потому что за лето ребята это все забывают. Решать тригонометрические уравнения относительно только формул тоже не очень удачно. Но если, в принципе, рассматривать по внутриглавам, есть моменты, которые и я лично, и учителя у нас замечают как недостатки. Может быть, конечно, это с учетом того, что мы уже привыкли, да, по другим УМК работать, но все же. Сюда бы хотела отметить, что учебник заявлен как учебник на изучение базового и углубленного уровня. Да, ну, действительно, здесь в этом учебнике есть задания, помеченные как базового уровня, так и углубленного. Но работая в классе профильном, я считаю, что вот этих заданий, которые представлены в учебнике, недостаточно. Теоретическая часть построена не совсем, наверное, правильно и достаточно тяжело воспринимается учениками. Очень много теоретической части доказывается и рассматривается сразу же на задачах, то есть нет доказательной базы.
и практические части на самом деле недостаточно, вот еще раз повторюсь, для профильного уровня, для закрепления пройденного материала. Что касается классов, которые изучают математику в старших классах на базовом уровне, тут учебник действительно подходит. Здесь есть задачи на отработку. После каждой главы есть задание на повторение. Так, сейчас, секундочку. Давайте, наверное, назад. Нет у меня выдержки из учебника, но я думаю, тут в интернете это все хорошо находится. В конце каждой главы есть задачи на повторение, есть небольшой блок буквально «Проверь себя». Но вот еще раз, да, для профильного не очень. Далее, для 11 классов содержание вы видите на экранах, и последние 3 главы, это, ну, с учетом ФГО, сами включены, это комбинаторика, элементы теории вероятности, статистика. Хорошие темы, хорошо объясняются. Единственное, что, наверное, примерно получебника основаны на эти главы. Очень много на это внимания уделяется. Хотелось бы больше, конечно, внимания уделять на изучение основных функций, уравнений, неравенств и так далее. Так, не туда, сюда. Дальше в ОМК входят дидактические материалы. Данные материалы содержат главы и параграфы, полностью повторяющие главы и параграфы учебника. Каждый параграф предваряет краткая теоретическая справка, приводятся примеры задач с решениями и заданий для самостоятельной работы в 2 вариантах. Ну и в каждой главе даны задачи для подготовки к экзамену и задания для учащихся, интересующихся математикой. То есть вот к учебнику как раз для профильного уровня дидактические материалы очень полезны. Но вот пример я привела, это и как раз выдержка из дидактических материалов по теме производной степенной функции, дается небольшой справочный материал, как повторение. Иногда ребятам в виде карточек это все распечатывается, чтобы у них была как шпаргалка. Дальше разбираются несколько примеров и задания для самостоятельной работы. Один из вариантов вы видите, в квадратах представлен уровень сложности. То есть здесь дифференцированный подход очень хорошо реализуется. Можно спокойно для ребят более слабых выбрать задание с низким уровнем сложности, для более подготовленных ребят задание с более высоким уровнем сложности. То есть по квадратикам это тут все красиво, хорошо определяется. Плюсом дифференцированный подход, небольшой, так скажем, недостаток. Для учителя каждый раз перед самостоятельной приходится делать выборку, смотреть, какое задание кому, да, к какому варианту отнести. Заданий на самом деле здесь вот не полное, но около, наверное, 40 заданий идет на одну самостоятельную работу, и при этом приходится достаточно долго готовиться к этой самостоятельной работе. И как один из вариантов контрольной работы, тоже по теме производная. Ну и вот еще раз возвращаясь, наверное, к базовому уровню сложности. Есть задания, вот от чертой отделены, это для базового уровня считаются по авторам, по задумке авторов учебника, оставшиеся 3 для учеников с более высокой подготовкой. Поэтому можно применять, хорошо идет, но единственное, наверное, у меня профильный уровень, у меня ребята решают как-то быстрее, чем 40 минут полностью, поэтому все-таки приходится постоянно дополнительно смотреть информацию, дополнительно брать задания. В этом же дидактических материалах есть задания для подготовки к экзамену. Если смотреть с соответствием, да, у нас ЕГЭ, то, наверное, тоже я бы, не очень хорошо тут рекомендовала, потому что задания для подготовки к экзамену не совсем соответствуют тем заданиям, которые придется ребятам решать как раз на едином госэкзамене. И задания для интересующихся математикой — это уже более олимпиадные задачи, опять же, это если только решать на факультативах, потому что всему классу будет тяжело это усвоить. Следующий раздел — это тематические тексты. В данном пособии будут предложены задания на 2 уровнях сложности с указанием времени их выполнения, и учитель может использовать их перед контрольными работами для определения уровня сформированности знаний и умений учащихся по теме.
К сожалению, выдержки из тематических тестов не удалось мне сделать, но стандартные на самом деле тесты, да, очень много у нас есть методических разработок, у других УМК схожесть во многом идет. И последние методические рекомендации для учителя. Вот в этом пособии изложены как раз все особенности учебника, определены цели изучения и требования к математической подготовке. В книге даны рекомендации по подготовке учащихся к изучению нового материала и распределению учебного материала и задач по урокам. В этом как раз моменте здесь методические рекомендации тоже очень помогают, то есть дополняют очень сильно учебник. Опять же, небольшой выдержкой по той же самой производной. Много текста дается, приводятся все цели, то есть в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Выделяются абсолютно цели, предметные, метапредметные, личностные. На каждую главу представляются результаты, которые должны учащиеся освоить и что они должны выучить в конце каждой главы. Также на каждый параграф и на каждую главу есть распределение учебного материала и приводятся задания, рекомендованные в изучении конкретного параграфа. Поэтому, еще раз, да, обобщая, наверное, этим я закончу, потому что, давайте по времени. В общем, подводя общий итог, данное УМК я бы рекомендовала больше для изучения на базовом уровне. Для базового уровня созданы все условия. Единственное, нужно будет, конечно, все равно подключать и методические рекомендации, и дидактические материалы. Учителю многовато работы, но вот, к сожалению, для изучения на профильном уровне я бы этот учебник не рекомендовала. Чисто мое личное мнение. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое, что пришли и поделились опытом, потому что проблема выбора учебника на сегодняшний момент во всех школах остается актуальной. Поэтому мы как раз и посвятили наше заседание именно вот этим вопросам. Всем спасибо. До свидания.